эфире «Итоги дня». Расскажем о самых интересных событиях за сегодня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. И в начале об основных темах. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства рассказал об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами. Узнаем подробности. На газоперерабатывающем заводе произошел разлив нефтепродуктов. Такова легенда учений, прошедших в Якутске. Качественное и доступное образование детям. В Якутске завершился городской естественно-научный педагогический форум. «Подари чудо». В Якутске стартовала новогодняя акция «Елка добра». Кузница талантов. Детская школа искусств номер 1 города Якутска празднует свой 50-летний юбилей. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. 19 ноября 6 ракетами производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами производства Великобритании и производства США были нанесены удары по военным объектам России в Брянской и Курской областях, сообщил президент. С этого момента, заявил Путин, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Он добавил, что российская система ПВО отразила эти атаки. Цели противника не достигнуты. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В ответ на применение западного оружия Россия нанесла удар по одному из военных пунктов Украины в новейшей ракетной средней дальности «Орешник». Путин объяснил, что Россия не хотела использовать ракеты малой и средней дальности, пока США не сделали то же самое. Президент добавил, что в случае эскалации Россия ответит решительно, но при этом будет просить мирное население покинуть территорию, по которой нанесет атаку. В завершении президент подчеркнул, что Россия всегда выступает в первую очередь за мирное решение конфликтов. Напомню, Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Айсен Николаев выступил в поддержку обращения президента России Владимира Путина к россиянам. Свою позицию глава Якутии написал в официальном телеграм-канале. Он отметил, что страна имеет полное право применять оружие против военных объектов тех государств, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для нападений на Россию. Айсен Николаев подчеркнул, что Запад снова продемонстрировал свою бесчеловечную агрессию в отношении России. Минэнерго в ходе отопительного сезона держит под особым контролем Дальний Восток, Юго-Восток Сибири, Юг России, новые приграничные регионы и энергосистему Калининградской области, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Отмечается, что отопительный сезон проходит штатно. С целью обеспечения надежного энергоснабжения разработаны планы реагирования и перечень компенсирующих мероприятий. Также создана карта рисков. К оперативному реагированию на нештатные ситуации сформировано более 23 тысяч бригад численностью свыше 150 тысяч человек и более 60 тысяч единиц техники.
Продолжается реализация программы повышения надежности работы генерирующего оборудования тепловых электростанций Дальнего Востока до 2029 года. С 1 января будут запущены рыночные механизмы привлечения инвестиций, модернизацию и строительства новой генерации на Дальнем Востоке. Это позволит принять решение о проведении конкурсного отбора на строительство генерации в энергетической системе Востока. Для покрытия прогнозируемого дефицита мощности в ОАЭС Сибири приняты решения по строительству новой генерации в объеме 1305 мегаватт. Учебная тревога сегодня была объявлена на газоперерабатывающем заводе в Якутске. По легенде, произошел разлив нефтепродуктов. По тревоге было поднято внештатное пожарное формирование завода, сотрудники которого приступили к ликвидации разлива и недопущения попадания нефтепродуктов в почву. На учениях побывала наша съемочная группа. Стратегические и жизнеобеспечивающие объекты должны быть готовы к действиям в любых нештатных ситуациях. Для этого на них проводятся учебные тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сегодня условная ЧС произошла на Якутском газоперерабатывающем заводе. По учению происходит розлив нефтепродуктов. На первом этапе локализацией занимается наше нештатное формирование аварийно-спасательное. На втором этапе розливом нефтепродуктов занимается профессиональное аварийно-спасательное формирование «Газспассервис». На газоснабжении города это никак не отразится. Почему? Потому что при любой аварийной ситуации газоперерабатывающий завод останавливается, и подача газа происходит из одной из резервных газораспределительных станций. За ходом учений следят не только руководители предприятия, но и представители множества контролирующих органов. Личный состав действует довольно-таки умело и четко. Имеются профессиональные навыки, сразу видно по организации работы. Также я посмотрел, как происходят доклады руководителям, доклады в диспетчерские службы, а также услышал доклады, которые производились в ЕДДС города Якутска. Учения показали, что коллектив предприятия готов к возникновению внештатных ситуаций. Каждый сотрудник знает свою позицию и алгоритм действий. Но каждый из них, конечно же, надеется, что в реальной жизни эти знания и умения никогда не пригодятся. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Заготовка льда для 7 участников СВО в Покровске, ввод нового дома по программе переселения в Кочекацах, празднование столетия службы в фтизиатрии района и подключение частного сектора к центральному отоплению в Тумуле. В этом выпуске мы расскажем о текущих событиях в Хангаласском Лусе. Заготовка льда для 7 участников СВО в Покровске, ввод нового дома по программе переселения в Кочекацах, празднование столетия службы в фтизиатрии района и подключение частного сектора к центральному отоплению в Тумуле. В этом выпуске мы расскажем о текущих событиях в Хангаласском Лусе. В городе Покровске 31 семью участников спецоперации обеспечили льдом на зиму. Работа началась утром и длилась до вечера. В течение всего дня несколько автомобилей курсировали по городу, оперативно доставляя лед по адресам. В благотворительной акции по заготовке льда приняли участие около 40 мужчин, среди которых были представители мэрии, члены Совета отцов города, сотрудники пенсионного фонда и спорткомплекса «Дворец спорта», а также студенты колледжа цифровых технологий «Айтын». Особое внимание привлек первокурсник Мухаммади Маминов из Забайкальского края, который впервые стал участником этого традиционного для народа Саха зимнего мероприятия. Я удивился, что тут так рано наступает зима. Тут очень-очень много странных инструментов, которых я никогда раньше не видел. Но работа у меня легкая, не тяжелая. Просто таскаю лед. Очень весело, ну, как по мне. Не знаю, как другим, но мне интересно и весело. Никогда этого не видел раньше. Фотофакт. В заречном селе Кочекацы был торжественно введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, построенный в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. 12 семей получили ключи от новых квартир. Новый дом состоит из 3 этажей, внутри благоустроенные квартиры различных планировок – 1-, 2- и 3-комнатные. Строительством занималась компания «Промстрой», обладающая значительным опытом в возведении домов по программе переселения. Это уже 2-й дом, построенный в Кочекацах в рамках данной программы, а в конце ноября ожидается ввод в эксплуатацию еще одного дома на 20 квартир.
Служба фтизиатрии Хангаласского улуса отметила столетие с момента своего основания. В честь векового юбилея в селе Чапаево в здании Николаев-центра состоялось пленарное заседание на тему «Актуальные вопросы фтизиатрии в современных условиях», которое собрало представителей Минздрава Республики, коллег из других учреждений противотуберкулезной службы и ветеранов отрасли. Если обратиться к истории, то в 1924 году в городе Покровске был открыт первый в Якутской ССР противотуберкулезный санаторий. В те времена болезнь палочки Коха представляла собой серьезную угрозу для местного населения. Сегодня ситуация значительно улучшилась и находится под контролем благодаря усилиям медицинских специалистов и внедрению современных методов диагностики и лечения. Заболеваемость туберкулезом в те годы была очень высокая. Выявлялось более 100 человек в год. Даже в 1999 году, когда я начала работать главным врачом тубдиспансера, выявлялось около 40 больных в год. Вот в последние годы мы выявляем от 3 до 6 больных в год. Вот эти цифры говорят за себя. В селе Тумул ведется планомерная работа по 100% подключению домов к центральному отоплению. В этом году теплотрасса достигла дальней улицы Заречной, жители которой на протяжении многих лет поднимали вопрос тепла в домах на отчетах правительства. Работы по увеличению протяженности теплотрассы начались осенью. Материалы были закуплены благодаря программе поддержки местных инициатив, а также за счет бюджетов района и наслега, спонсорских средств и взносов населения. Работы по монтажу осуществляет местный филиал ГУП ЖКХ. На сегодня у нас в зимний период здесь зимует в 74 домах. Из них 86% домов подключены к центральному отоплению. И до Нового года еще несколько домов должны подключить, а в следующем году должны добиться 100% подключения. Как помочь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации? Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних оказывает гражданам разного рода поддержку. При этом акцент ставится на сохранение здоровья и благополучия дошколят и школьников. Как ведется работа с детьми и взрослыми, узнали наши корреспонденты. У дошколят закончился сон-час, а школьники управились с домашним заданием. И теперь наступает время игр и забав. На досуговой площадке Алданского социально-реабилитационного центра скучать не придется. Здесь всегда интересно и весело как малышам, так и ребятам постарше. Мы занимаемся, мероприятия разные. Иногда ходим в музеи, на экскурсии, в поход идем. На улицу играем в снежки, в снеговиков строим, башни. При Алданском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних действуют 2 досуговые площадки. Одна на базе стационарного отделения, которое располагается на 1-м этаже детского сада «Солнышко» поселка Верхний Куранах. Вторая площадка принимает детишек в Алдане при отделении профилактики неблагополучия и социального сиротства. Педагоги занимают детей различными тематическими мероприятиями, направленными на духовно-патриотическое и правовое воспитание, а также формированию потребностей к здоровому образу жизни. В настоящее время в стационарном отделении центра находится 3 ребятишек. Причины, по которым ребенок временно не может проживать с родителями, различные. Наряду с социально опасным положением, сложившимся в родной семье, это может быть болезнь мамы или папы, длительная командировка, либо тяжелая финансовая ситуация. Основанием для помещения в стационарное отделение является личное заявление родителей и законных представителей, заявление несовершеннолетнего, достигшего 10 лет. Также к нам могут поступить дети по направлению органов управления социальной защиты, отдела опеки и попечительства, по постановлению КДН, а также по акту полиции. В центре ребята находятся на полном государственном обеспечении. Наряду с 6-разовым питанием они получают все необходимое, в том числе одежду, канцелярию и средства гигиены. Проживающие в центре мальчишки и девчонки продолжают посещать свои детские сады и школы. Мы предоставляем услуги родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, если родителю необходимо пройти обследование или лечение в другом городе, а ребенка оставить не с кем, в таком случае родитель может обратиться в социальную защиту населения или непосредственно к нам.
В работе специалисты центра ставят приоритет на сохранение здоровья и благополучия дошколят и школьников. На помощь могут рассчитывать и родители. Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается комплексная поддержка, в том числе консультативная и сопроводительная. Наши специалисты оказывают помощь в составлении исковых заявлений по установлению отцовства, по восстановлению в родительских правах. Нередко для решения взрослых проблем специалисты центра привлекают различные службы и ведомства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Качественное и доступное образование детям. В Якутске завершился городской естественно-научный педагогический форум. Он собрал множество педагогов, воспитателей, методистов и представителей образовательных учреждений столицы региона. Подробнее о том, как прошел форум, расскажет Тимур Калмогоров. Участники форума в рамках выставки представили свои проекты и наработки, успешно реализуемые в их учебных заведениях. Это были как программы дошкольного и дополнительного обучения, где, к примеру, дети могли познакомиться с различными животными на родном языке, так и профориентационные мероприятия, помогающие освоиться с интересующей профессией до окончания школы. Одним из таких стал летний лагерь «Инженеры будущего», где ее участники могут разработать собственный проект. Во время лагеря мы проводим, получается, такой вот 21-дневный профильную школу, заточенную под инженерно-техническое направление. Занимаются техническими, например, робототехническими наборами, учатся программировать, собирать электросхемы и так далее. В конце лагеря детям выдается сертификат о посещении лагеря, и дети, которые посещали лагерь, могут продолжить обучение в конториуме по Дворце детского творчества и тем самым могут продолжить те проекты, которые они начали делать уже во время лагеря. Всего в форуме приняло участие более 1000 учителей и преподавателей учебных заведений Якутска. Для них ведущие эксперты в области образования провели лекции и семинары, темами которых стали повышение уровня образования и создание условий интеллектуального развития детей. Эти 2 дня каждый педагог, который принял участие в естественно-научном форуме, нашел для себя, возможно, какие-то ответы на вопросы, возможно, построил траекторию своего дальнейшего развития и движения. И такие события вообще являются очень важными, потому что они дают возможность, выйти из будней, из рутинных вот этих вот, своих дел и увидеть опыт других коллег. Главной идеей форума является создание качественного и доступного образования через обмен опытом между ее участниками, систематизацией знаний и построение непрерывного естественно-научного образования. В городе Якутске достаточно стабильная ситуация. У нас идет рост качества сдачи государственной итоговой аттестации по данным предметам, но мы видим необходимость обновления, модернизации преподавания данных предметов, потому что дети хотят более таких живых, скажем, групп, чтобы самим больше проводить лабораторный опыт, эксперименты, исследовательскую работу. И мы здесь тоже должны создавать более такие активные и современные условия. С началом 2025 года запланированы увеличение программ по повышению профессиональной квалификации педагогов. Мероприятия затронут не только улучшение качества ведения учебных предметов, но также повысит уровень подготовки детей к олимпиадам, в рамках которых раскрываются их таланты и потенциал. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. В Нерингре завершился первый отраслевой чемпионат «Профессионалы Coal Mining», ставший очередным большим шагом к повышению интереса у вчерашних школьников к рабочим профессиям. Конкурсные площадки работали по компетенциям обогащения полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования и горнорабочий подземный. По итогам чемпионата в каждой из номинаций были определены обладатели 3-го, 2-го и 1-го места, ну а лучшим участникам были вручены путевки на трудоустройство в угледобывающие компании Нерингринского района. Ну, эмоции, конечно, переполняют такое. Я не ожидала, что первое место сама займу, потому что противники были тоже, соответственно, подготовлены хорошо.
Ну и, конечно же, были сложности некие. Ну, все равно как бы они работают по руде, а я по углю, как бы мне было немножко полегче, а им непривычно было. Все же они молодцы, конкуренция была сильная. И в дальнейшем, думаю, да, дальнейшие участники, призываю вас участвовать в таком конкурсе, в чемпионате, потому что это как-никак опыт большой вклад для вашего развития в будущем. Сегодня в Якутск прилетели лауреаты 23-й Всероссийской телевизионной премии ТЭФИ «Регион-2024» Елена Эверстова и Евгения Андросова. Фонд Академии российского телевидения в Туле 20 ноября озвучил победителей в 18 конкурсных номинациях. Производство национальной вещательной компании «Фильм Харчи. Возмездие» стал обладателем приза в номинации «Фильм-сериал» и получил бронзовую статуэтку «Орфей». Конкурс проводится с целью поощрения наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Жюри в составе представителей федеральных каналов, профессионалов медиаиндустрии и известных телеведущих высоко оценил якутское кино. Говорят же, заранее готовьтесь. А у меня какой-то, если думаю, я буду заранее думать, о чем я буду говорить, не получится. Поэтому, когда сказали, нас вызвали, поднималась и думала, что я должна вам сказать, благодарить кого-то. А кого благодарить? Их так много. С кого начать? Может быть, в случае победы стоит подготовить речь. Она говорит, нет, Женя, не надо заранее. Давай отправим ссылку прямой трансляции в группу. Не надо, Женя. Счастливые, радостные приехали. Да. Для нашей компании. В Якутске стартовала новогодняя акция «Елка добра». Специалисты Управления общественных связей и молодежной политики окружной администрации города и представители общественной организации приняли участие в ежегодной благотворительной акции. В рамках акции каждый желающий может исполнить новогодние пожелания воспитанников столичных коррекционных школ и детских домов. Для этого необходимо выбрать открытку с именем ребенка на «Елке добра» и приобрести для него новогодний подарок. Отметим, за годы проведения акции в ней приняло участие большое количество людей. Благодаря этому исполнили желания многих детей. Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. С особенным трепетом этого праздника, конечно же, ждут дети. И мы хотим, чтобы каждый из них стал в этот период еще более счастливым. Сегодня, по уже сложившейся традиции, мы открываем благотворительную акцию «Елка добра» и приглашаем вас принять участие в ней. Принять участие вы можете в магазинах «Бубльгум», расположенных в торговых центрах «Улуру Молл» и «Амсай». Давайте дарить добро вместе. Золотой юбилей. Детская школа искусств №1 отмечает 50 лет. Ежегодно школу оканчивает около 100 учеников, а в настоящее время в ней обучается более 900 детей. Более подробно о том, каких талантов воспитывает школа, смотрите в следующем сюжете. Школа музыки, талантов и настоящих профессионалов. За полвека существования это учебное заведение стало настоящей кузницей талантов для Якутии. В школе широкий спектр направлений – фортепиано, струнные и народные инструменты, хореография, теория музыки, музыкальный фольклор и вокально-хоровое пение. Успехи школы напрямую связаны с профессиональным коллективом преподавателей, которые работают индивидуально с каждым учеником, способствуя раскрытию их талантов. Многочисленные победы учащихся на престижных конкурсах, где они неоднократно становились лауреатами и дипломантами, служат ярким тому подтверждением. У нас активно участвуют все классы, все отделения участвуют на конкурсах, на республиканских и за пределы республики, и за пределы страны. Это Казань, Казахстан в этом году, в 2024 году, Москва и Китай. И в октябре месяце этого года в Китай съездила группа, которые завоевали гран-при. Коллектив детской школы искусств стремится к дальнейшему развитию, постоянно находится в творческом поиске и, продолжая славные традиции трехуровневой системы отечественного художественного образования, создают условия приобщения детей к различным видам искусства, осуществляет поддержку их одаренности, ведет системную работу для профессионального самоопределения. У нас замечательный коллектив, очень много опытных педагогов, многих уже нет, к сожалению, но мы их помним, их знаем.
И сейчас у нас идет поток молодых учителей, что это очень важно, потому что это наше будущее, будущее нашей школы и будущее наших побед. Поэтому я бы хотела этим вот молодым учителям мое большое пожелание, чтобы оставались они такими же активными, такими же эмоциональными и позитивными, какими были мы. В честь празднования ДШИ готовится отметить свой юбилей масштабным праздничным концертом. Мероприятие состоится 2 декабря в Доме дружбы народов. На концерте выступят воспитанники школы. Этот концерт отразит многолетнюю работу педагогов школы, которые не только дают детям качественное художественное образование, но и помогают им раскрыть творческий потенциал, закладывая фундамент для будущей профессиональной карьеры в сфере искусства. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. До встречи.